Здравствуй, школа! На урок нас зовет, не умолкая, переливчатый звонок. Мы с веселыми друзьями вдаль на школьном корабле поплывем по морю знаний к неизведанной земле. Мы хотим весь мир объехать, всю вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Школа – это второй отчий дом для каждого, кто учился в ней. Это волшебный дом, дарящий им знания, школьную дружбу, радость общения и познания нового, неизведанного. Школа – это символ нашего детства, юности, первой любви. У нашей школы важная и значительная дата – 100-летний юбилей. 100 лет, ведь это целый век, это большой этап истории. И в истории нашей школы, как в зеркале, отразилась вековая история родной страны с ее горестными и радостными событиями, победами и свершениями. История Нурлатской средней школы начинается в грозном 1918 году. Всего год прошел после победы Великой Октябрьской социалистической революции. В стране бушевала гражданская война, а в небольшом деревянном доме, принадлежавшем Нурлатскому мулле Мингазу, где ранее находилась медресе, была открыта первая школа для сельской бедноты. Ее тогда называли ликбезом. Первыми учителями были наши односельчане Харис Залялов и Закир Бадамшин. Это здание находилось на месте кафе «Нурлат» по улице Ленина. В 1918-19 годах в школе преподавали учителя, два брата Герфан Сайфи и Гаяс Сайфи, муж и жена Исмагиловы. Они вели активную пропагандистскую работу для упрочения советской власти на селе. Большевик Харис Ахтямов оказал большое усердие для строительства нового здания школы и привлечения детей к обучению. Через 3 года, в 1927 году, начальная школа была преобразована в 7-летнюю школу крестьянской молодежи. В 1924 году был организован первый пионерский отряд. Комсомольская ячейка была создана в школе в 1928 году. Среди первых комсомольцев был Вагапов Усман. В 1927-30-х годах 7-летняя школа крестьянской молодежи сделала свой первый выпуск. Директором школы был Сафин Гата, который в годы войны погиб на фронте. В 1935 году школа крестьянской молодежи была преобразована в среднюю. В числе первых выпускников Нурлатской средней школы учителя Сайфуддинова Асия, Сайфуддинова Мунира, Мингалеева Гайша, Мустафина Мунира, Тагиров Равкат. В 1936 году было построено новое двухэтажное деревянное здание школы. Грозный 1941 год. Война. Долгая, мучительная, страшная. Ее обжигающее дыхание долетело и до нашего села. В первые же дни Великой Отечественной войны в ряды защитников Родины стали учителя и выпускники нашей школы. К 1 сентября 1963 года было построено двухэтажное каменное здание школы. Мы первые ее ученики. В 1997 году в школе был открыт музей родного края. В настоящее время в нем насчитывается более 1200 экспонатов. В 2000 году в эксплуатацию было сдано новое здание школы. Инициатором этого строительства был генеральный директор ПМК «Заволжская» Абзалов Хамза Ларисович. За 100 лет
Из стен Нурлатской средней школы вышли тысячи выпускников. Они воевали на фронте, погибали, защищая Родину, строили мирную жизнь, возводили заводы, фабрики, города, работали на колхозных полях и животноводческих фермах. Наша школа всегда была кузницей талантов. Она дала стране великих ученых, академиков: Саттарова Гумара Фаизовича, Балеева Рамзи Калимовича, Тагирова Рафхата Бекмуловича, Нуриева Урала Закировича, Хакимзянова Ильгизара Нургизаровича. Мы гордимся именами ученых Юсупова, Миннуллина, Курбана, Каримова, Сабирова. Среди славных выпускников Нурлатской средней школы есть замечательные деятели культуры и искусства: пианисты Хасанова Флора, народный артист Татарстана Шагидуллина Ринат, популярный артист театра и кино Насыбуллин Фернат, режиссер Мухуддинов Раиль, известные журналисты Нигматзянова Фарида, Музафарова Эльвира. Наша школа гордится своими выпускниками, ставшими известными поэтами и писателями. Среди них имена поэта-переводчика Виля Ганеева, Фирдауса Зарифа, Ильгизара Фазлуллина и многих других. Школа воспитала и обучила талантливых педагогов, заслуженных учителей Татарстана: Сайфуддинова Равиля, Смирнову Надежду, Мирхайдарову Альфию, Гафарову Рамилю, Сабирова Ирика и многих других. Своей родной обителью считают Нурлатскую среднюю школу десятки выпускников, ставших заслуженными работниками в разных областях промышленности. Абзалов Хамза Борисович, заслуженный строитель Республики Татарстан; Хайруллин Хамид Халилович, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации; Мухаммедшин Рамиль Давлеевич, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан; Загидуллин Махмуд Хабирович, заслуженный ветеринар Республики Татарстан; Сабиров Ильдар Хайдарович, заслуженный экономист Республики Татарстан. Заслуженными врачами стали Хисамова Галия Салимулловна, Садыкова Фарида Газимовна, Тагирова Ильсияр Юнусовна, Хайруллин Ильгиз Равильевич. Имя заслуженного газовика Республики Татарстан носит Нуриев Зуфар Данирович. Есть среди выпускников школы известные политические и государственные деятели: Федоров Александр Степанович, бывший депутат Государственной Думы Республики Татарстан; Мингалиев Равиль Касимович, директор завода «Элекон», доктор физико-математических наук; Аминова Марина Анатольевна, референт Министерства обороны Российской Федерации. Главы районов Республики Татарстан: Гафаров Марат Ринатович, Шигапов Фидаиль Ахудинович. Судьей Республиканского арбитражного суда является Шайдуллин Харит Саидович. Редко можно встретить такую школу с столь богатой историей и выдающимися выпускниками, прославившими ее на всю страну. С них должны брать пример новое поколение учеников Нурлатской средней школы. В новом тысячелетии Нурлатская средняя общеобразовательная школа активно развивалась, экспериментировала, творила, достигала успехов. Она и сегодня продолжает лучшие традиции школы, заложенные в 20 веке. В 2001 году
В школе открыта экспериментальная площадка кафедры начального обучения ИПКРО Министерства образования Республики Татарстан по проблемам модернизации современной образовательной системы в начальной школе. В 2004 году начался эксперимент по введению профильного обучения учащихся в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования. В 2005 году наша школа была удостоена квалификационной характеристики «Школа, содействующая здоровью серебряного уровня». Школа становится победителем конкурса «Лучшая школа Татарстана-2005». В том же году в школе была организована предпрофильная подготовка учащихся 9 класса. В 2007 году наша школа стала победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта образования. В 2007 году произошел переход на профильное обучение. В 2010 году школа перешла на обучение по новым федеральным стандартам. Школа отмечает в этом учебном году свое столетие. Пришло время взглянуть в прошлое, оценить настоящее и определить перспективы на будущее. Наша школа всегда была сильна своими традициями. Задача сегодняшнего дня заключается в сохранении этих традиций и определении конкурентных преимуществ будущего. 90% наших выпускников поступает в высшие учебные заведения. Мы гордимся тем, что мы выпускаем конкурентоспособных выпускников. Ел сайын укучыларыбыз татар теле һәм әдәбиятыннан призлы урыннар яулыйлар. Былтыр укучыбыз Гилязова Ризалә халыкара олимпиадада 1нче урын алды. Быел муниципаль тур олимпиадаларда 5 призлы урыныбыз бар инде. Особую роль в воспитательной деятельности нашей школы играют воспитательные проекты, что делает школьную жизнь интересной, насыщенной, полезной и творческой. Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе многое узнаем о своем любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах, и куда впадают реки, и какими были греки, и какие есть моря, и как вертится земля. В школе мастерские есть, интересных дел не счесть, и звонок веселый. Вот что значит школа.